Добрый вечер на телеканале ТНВ Ток-шоу «Точка опоры». Приветствую всех наших телезрителей. Хайрли Кич, студия Светлана Кадырова. Итак, 2022-2031 объявлен в России десятилетием науки и технологий. Это не просто очередное мероприятие или очередная дата. От научных достижений в огромной степени зависит, как страна будет развиваться дальше. За прошедший год беспрецедентных санкций стало понятно, что сегодня необходимо кардинально усилить роль науки, внедрение достижений в практику, чтобы достичь того, о чем мы мечтаем, технологического суверенитета страны. Для этого, конечно, необходимо создать все условия и для молодых ученых, для молодых научных умов, которые способны противостоять любым вызовам времени. Тема программы сегодня «Наука и жизнь. Молодое поколение». И я сейчас попробую с огромной сложностью, наверное, представить гостей в нашей студии, потому что там регалии, титулы и не очень известные при этом лица. Поэтому с удовольствием представляю, знакомьтесь, запоминайте. Я думаю, все-таки это интеллектуальная элита Татарстана и ряд ее представителей. Вадим Васильевич Хоменко, вице-президент Академии наук Республики Татарстан, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, профессор, доктор экономических наук. Рада вас видеть. Юлия Рустемовна Кореева, вот никогда бы не подумала, да, вот посмотрите на эту девушку. Доцент кафедры теплоэнергетика, газоснабжения и вентиляция Казанского государственного архитектурно-строительного университета, председатель исполнительного комитета регионального общественного движения молодых ученых специалистов Республики Татарстан, кандидат технических наук. Добрый вечер. Добрый вечер. Фамилия уже нашумевшая за последний месяц. Ирик Изаилович Мухаммадинов, старший научный сотрудник Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета, кандидат технических наук, лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год. Поздравляем и рады вас видеть. Здравствуйте. Анна Сергеевна Паникарова, профессор кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности Казанского национального исследовательского технологического университета, доктор экономических наук, лауреат Государственной премии в области науки и техники Республики Татарстан, победитель конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан 2022». Рады вас видеть. Добрый вечер. Радик Равильевич Исхаков, заведующий отделом истории Поволжья при Урале Института истории имени Шагабуддина Марджани Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук, лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники. Хайрли Кич. И Ильфир Наилевич Абдулин, доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева КАИ, кандидат технических наук, победитель конкурса «Молодежь и будущее авиации и космонавтики 2020», призер конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан 2020», член Совета движения молодых ученых и специалистов Республики Татарстан. Добрый вечер, выговорила. То есть главная часть программы для меня прошла. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Нас прямо сейчас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Уважаемые гости сегодня могут выражать точку зрения также кнопками на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Начать предлагаю наш разговор с вами с результата опроса пользователей аудитории ТНВ в социальных сетях. В начале недели мы спросили у них, ученые, это звучит гордо? Да, это интеллектуальная элита страны. Так ответили большинство, 80% респондентов, и это нас очень порадовало. Еще 5% заявили, нет, на науке не заработаешь на достойную жизнь. И куда нам до мировой науки? Так ответили еще 15% участников опроса. Мы не претендуем, сейчас я понимаю, сейчас ученые скажут, срез мнений и так далее, да, аудитория, как проводилась. На самом деле не претендуем на достоверность, но вот такое мнение аудитории, достаточно большой аудитории ТНВ в социальных сетях. Как бы вы оценили результаты? Порадовали, насторожило? Вадим Васильевич. Ну, вы опрашивали молодежь? Да. Ну, вот есть вопрос родителей. Значит, у родителей, вот телевизионная аудитория будет смотреть программу. Точно так же опрашивали родителей. В какую профессию вы бы хотели, чтобы пошел, или по какой профессиональной линии пошел бы ваш ребенок? 86% говорят, по линии инноватики и науки, понимаете? Причем этот процент родителей, желающих, чтобы ребенок пошел по этой как раз стезе, он не уменьшается, он увеличивается, даже несмотря на нынешнюю ситуацию. Тоже хорошо. Вопрос, куда на самом деле потом идет ребенок. Ирик Изаилович, на ваш взгляд, хороший результат? Или тревожит 15%, куда нам до мировой науки? Ну, будем двигаться в этом направлении, чтобы было 100%. Отлично, Радик Равильевич. Я согласен, что ученые – это интеллектуальная элита, это двигатели прогресса, и это всегда так было, и я думаю, что будет так. Хорошо, Ильфир Наилевич. Я полностью согласен. Да.
с мнением респондентов. Но не смущают вот эти Нет. 5%, что ученые это еще и бедно, и 15%, что нам есть по доля мировому- правды, поэтому не будем. Да. Может, там и 5, может, и 10% быть. Вот. Но интеллектуальный труд, он всегда ценился, ценится и будет цениться. Поэтому я полностью согласен с респондентами и давшим такую высокую Сейчас оценку. услышим нашей мнение должности. прекрасных леди, Анна Сергеевна. Вы знаете, а мне вот по поводу 15% хочется сказать. И слава богу, что они есть. Почему? Потому что критика не дает нам расслабляться. Мы каждый день должны доказывать, что они не правы, а правы 80%. Поэтому я считаю, что вопрос прекрасный. это вас только и мотивирует? Стимулирует, конечно, да. Хорошо, Юлия Рустамовна. Ну, конечно, уже здорово, что большая часть, большой объем респондентов отвечает, что наука – это здорово, это престижно. И соглашусь, что вот эти 15% в любом случае у нас много всего впереди, и мы будем двигаться в научной сфере. И через какое-то время, да, уже, наверное, практически 100% скажут, что наука – это впереди, и это наше будущее, это наше все. Хорошо, в сценарии должно было быть немножко по-другому, я это так переворачиваю, потому что мне просто интересно, и режиссер тут в ухо говорит: господи, какие они скромные, какие они прекрасные. У меня просто сейчас вопрос, вот, Владимир Васильевич, извините, вот прям по молодежи, да, мы вот потом их посчитаем, сколько их у нас. Вот я слышала, что дети мечтают быть, да, то есть если дети советские, это космонавты, стать милиционером, как дядя Степа, да, врач-учитель, чуть постарше сейчас блогер, дети хотят быть и так далее, и так далее. Про то, что я хочу стать ученым, вот я слышу только от своего сына. Но это вот такие единичные, наверное, случаи. Вы-то, вот я знаю, что Юлия Рустамовна не мечтала стать, наверное, ученой, да? Нет? Не мечтали? Кем мечтали? Давайте начнем, откуда появилась эта мечта и как отреагировали родители на то, что вы заявили, а я вот буду ученым. Но вообще я мастер спорта по художественной гимнастике. Так, мастер спорта по художественной гимнастике еще, Юлия Рустамовна. Так. Моя жизнь была очень плотно связана с соревнованиями, с танцами, с красотой. То есть, естественно, что у меня было желание показать себя на сцене, быть, может быть, актрисой или певицей. Ну, и естественно, что долгое время и после школы я и танцевала, я и была в группе поддержки Акбарса. Так. То есть моя жизнь была... Ну, практически, не знаю, 50% моей жизни это была сцена. Но в то же время у меня семья, мама в сфере газоснабжения работала всю жизнь, дедушка нефтяник. То есть я пошла учиться в направлении строительства, то есть по теплогазоснабжению и вентиляции. Мне это было интересно, да, я хотела в этом направлении. Но, наверное, в курсе на 3-м у меня появился интерес и к науке. Мне захотелось стать преподавателем, во-первых. То есть мне было интересно продолжить свою деятельность в университете. Но, естественно, что как может быть деятельность в университете без науки? Я начала заниматься научной деятельностью. И она меня здесь уже закрутила, завертела, и мне становилось все интереснее и интереснее. А с танцами как сейчас? Юлия Рустамовна, танцуете? Я веду группу тоже у нас в университете. У нас группа по фитнес-аэробике. То есть я продолжаю и сама тоже занимаюсь. Но в группе поддержки я не танцую. Закончила вместе с тем, когда у нас был Кубок Гагарина, то есть этот же финальный сезон такой, один из самых знаменательных. То есть все продолжается. Отлично. Близко. Потрясающая история для фильма и сериала. Анна Сергеевна. Ну, у меня все диаметрально противоположно. Я родилась в семье ученых, и я ученый уже в 3-м поколении, поэтому для меня, наверное, это было естественно, то, что я пошла по этой стезе. Единственное сопротивление, которое оказала я семье, когда я сказала, что я хочу стать ученым, я сказала, что я хочу стать экономистом. У меня все специалисты технического профиля, ну, там, в общем, сплеснули руками, и сказали, как же так, пытались меня переубедить, поняли, что бесполезно. Это у них свои ученые споры, да? Да, свои ученые были, диспуты там всякие разные. Но, в конце концов, родители и все родственники, в общем, как бы согласились, сказали, ну, хочет, пусть попробует. Вот я пробую уже вот сколько лет, все пробую, и столько лет надеюсь, что хоть что-то получается в этом направлении у меня. Спасибо. Радик Равильевич, вы кем мечтали быть в детстве? Я с детства мечтал стать историком. Эту любовь мне привил в школе мой преподаватель истории. И уже с детства через книги, через уроки истории я полюбил историю и уже целенаправленно занимался. Как семья отнеслась к вашему выбору? Настороженно. Тем более это было начало 90-х.
времена тяжелые были, а гуманитарий, как известно, в плане финансовом... Ну, они всегда. Да, Неважно, какие годы. Вот интерес к истории, к тому, что ты каждый день, работая в архиве, открываешь что-то новое, это, конечно, стоит и всех усилий, которые прилагались. И тягот. Да. Скажем так, хорошо. Ирик Изаилович, а вы кем мечтали? Мечтал стать ученым, на самом деле. Так, во сколько лет появилась эта мечта? Я не помню, конечно, когда это было, может, в классе 6-7. Класс 6, то есть где-то 11-12 лет, да? Да, где-то так, да. У меня дома в Челнах есть собрание книг «Я познаю мир». Вот там физика, химия, математика, страны, народы, история. В общем, вот, почти все перечитал вроде как. Вот. А потом я уже перешел в лицей, химико-математический класс, и моя учительница по химии привела любовь к химии. Я начал заниматься именно этой наукой, участвовал в олимпиадах различного уровня, городских, республиканских, и потом уже поступил в химико-технологический университет. Вот на факультет нефти и нефтехимии. Когда родителям это сказали, что вы хотите... Ну, когда я сказал именно в школе, как в школьные годы, наверное, да не знаю. Ну, у меня мама учительница русского языка и литературы, то есть она как бы не была против, чтобы я связал там жизнь с наукой. То есть таких каких-то противостояний не было, да, противоречий каких-то у нас не возникало. То есть все нормально. Я пошел уже именно по стезе нефти, химии. Вот. Хорошо. Уже подробнее о ваших исследованиях. Ильфир Наилевич, а вы кем мечтали? Я, наверное, мечтал заниматься авиацией, вот поэтому поступил в Казанский авиационный институт. Я даже не думал, что буду заниматься наукой. Я думал, по окончанию института пойду на завод, буду строить самолеты. То есть вы хотели строить самолет? Да, строить самолеты. На КАПО? На КАПО, на 22-й завод, вот строить самолеты. Ну, если так получилось, учился хорошо, и меня заметил мой научный руководитель по дипломной работе, и порекомендовал поступить в аспирантуру. Вот я втянулся в этот процесс, в это дело, и вот начал заниматься авиацией уже в институте, строить беспилотники. То есть зарабатывать новые самолеты. И интереснее оказалось? Гораздо интереснее. То есть не работать по шаблону, а делать что-то новое, что-то свое изобретать, это гораздо интереснее. А как отнеслись родные? Положительно. То есть после окончания института, когда я поступил в аспирантуру, я сказал своим родителям, что я буду продолжать учиться. Ну, они положительно отнеслись. Даже порадовались. Только в династии ученых, да? То есть сопротивление было... Не сопротивление как таковое ученому, а именно направление. То есть поскольку как бы традиционно выбиралось техническое направление. Но я решила попробовать что-то новое. Почему нет? Инноватика, как Вадим Васильевич сказал, очень актуальна, а я начала ее реализовывать чуть раньше просто, чем все остальные. Хорошо. Кем хотел стать Вадим Васильевич? И вообще, какие надежды на молодых ученых после рекламы? Не переключайтесь. Итак, наука и жизнь, молодое поколение. Сегодня тема ток-шоу «Точка опоры». Остановились мы на Вадиме Васильевиче Хоменко. Решили мы вспомнить, кем мечтал же быть Вадим Васильевич. Ученым, не ученым, космонавтом. Вспоминаем, Вадим Васильевич. Вы знаете, были задумки, когда был мальчишка, как и все. Либо в артиллерийское училище поступить, потом был в сельхозинститут, а потом поступил в экономический. Ребята пошли, я пошел. Вот. Я никогда не загадывал, что я буду ученым. Никогда. Просто я был всегда любознательный очень, да, много читал, много чем интересовался. Меня направили на исследовательскую стажировку, когда я закончил, с отличием институт. И так пошло. Меня всегда кто-то толкал в спину. Давай туда, давай туда. Значит, по жизни, я говорю, интересовался очень многим. Но вот, наверное, вот эта любознательность, она была у других в глазах моя. Хотя сам я никогда, так сказать, куда-то определенно нет. Но нравилось, понимаете. И в какой бы области я не занимался, мне почему-то всегда нравится. Вот и в настоящее время приходится курировать и экономику, и сельское хозяйство, и логистику, и инноватику, в понимаете. итоге везде реализовали. Ну, интерес в жизни. Вот есть интерес в жизни. Значит, будет ученым. Итак, в национальном рейтинге технологического развития субъектов Российской Федерации Татарстан занимает 5-е место. Это заслуга 13 тысяч ученых, работающих в республике. По доле молодых ученых Татарстан с цифрой в 60% идет далеко впереди среднего значения по стране. По России это показатель примерно 44%. Ежегодные затраты на научную деятельность в Татарстане превысили отметку в 20 миллиардов
миллиардов рублей. Это вот цитата из выступления Раисы Татарстана. Рустама Минниханова 8 февраля в День науки он встречался с учеными в Академии наук Республики Татарстан. Тогда он обозначил и главную проблему – это внедрение разработок ученых в производство. То есть доля внедренных российских разработок составляет у нас 0,3% от мировых, а в США 36%. То есть это главная проблема у нас сегодня. Вот давайте мы с Ирика Зайловича начнем, потому что у вас с внедрением? У нас все прекрасно. Все прекрасно. Потрясающий позитивный ученый. Итак, все-таки обозначают проблемы, и она есть, и обозначают и не только на уровне республики, на уровне страны. Сегодня как никогда это актуально. В чем проблема сегодня? Я говорю про прекрасно именно в нашей области, то есть именно в нашем университете. То есть если говорить о том, чем мы занимаемся, у нас как бы действительно есть внедрение. А так, если брать в целом, то да, есть проблема именно в том, чтобы наука не должна оставаться только в лаборатории там, или положить на полочку. То есть надо действительно ее внедрять, на эти научные результаты, чтобы ими пользовались, чтобы все эти результаты были во благо страны и во благо нашего народа. Мешает? Что мешает с полочки дойти? Ну, наверное, популяризация какая-то нужна дополнительная еще, чтобы привлекать молодежь не только там во время учебы в университете, но и со школьной скамьи. То есть ездить в школы, в интернаты. Это нужно, чтобы полочки пополнялись в том числе, да? Вы сейчас вот и об этом говорите. А вот сам процесс с полочек до бизнеса, который воплотит, там какие проблемы? Сам процесс именно? Да. Ну, нужны проводить определенные еще и конкурсы отраслевые, чтобы наука и бизнес, так скажем, знакомились, то есть коммуникативные площадки, да, должны быть. Бизнес жюри, готов был рискнуть. Были не рискнуть. только профессора, там, например, а именно какие-то заместители генеральных директоров, да, там, ну, сами. Ну, на уровень топ-менеджмента, да, мы сейчас говорим, да, это раз. конечно. Во-вторых, бизнес должен в этой Чтобы они ситуации знали, рискнуть. да, что вот в каком-то определенном университете, да, ведутся такие разработки, и они нам, вот он нам, этот парень или девушка нам интересны, и вот мы, нужно взять на заметку это и познакомиться поближе уже потом. Вообще вас серьезно воспринимают вот на таких встречах? Ну, конечно. Почему не серьезно? Радик Равильевич смеется, Илья Фернелис. Вот, проходит встреча на топовом уровне ученых? Ну, у нас немножко другая ситуация. То есть нам сама промышленность дает задачу... Вам заказ. Заказ, да, на разработку какого-то изделия, например, да. И мы как бы беремся и разрабатываем. То есть мы непосредственно работаем с производством. Но когда вы общаетесь с топ-менеджментом напрямую, насколько ученых сегодня, молодых ученых, воспринимают всерьез? Ну, иногда всерьез, иногда не очень, так скажем. Иногда не очень. Все-таки Да. с популяризацией, повышение статуса да. необходимо, да, Анна Сергеевна? Дело в Необходимо, том, конечно. что когда, конечно, встречают по одежке, но когда Да. вы начинаете общаться, то люди начинают понимать, что вы, в принципе, разбираетесь в тематике. Но самое главное, что, как мне кажется, сейчас не все ученые могут представить и презентовать свои проекты популярным, простым языком, потому что не всегда нужно представить научную идею научным языком. Иногда нужно, чтобы она была именно популярно доступна. Вот я считаю, что вот этот конкурс «Лучший молодой ученый», почему, вот в моем представлении, является очень хорошей площадкой, потому что сейчас одним из спонсоров этого мероприятия является Татнефть, и крупное предприятие республики имеет возможность ознакомиться с нашими разработками, и формат конкурса такой, что ученые поставлены в рамки временных жестких ограничений и должны презентовать, и презентовать очень просто, чтобы специалисты разных областей догадались, о чем твой проект. Вот. И мне кажется, что это очень хороший пример того, как, наверное, нужно популяризировать науку в дальнейшем, потому что очень часто наука предлагает одни проекты, а производство не всегда понимает, как можно этот проект куда-то... Принять у себя. Конечно, проще, когда ты получаешь, да, заказ, то есть непосредственно предприятие понимает, но при этом прогресс, мы тоже на этом только нет, в этом есть прогресс своеобразный, потому что они ставят задачу, которых нет, то есть нужно сделать что-то, чтобы это сделать, ну, то есть изобрести какую-то деталь или агрегат, или изделие сделать. То есть пойди туда, тоже... не знаю куда, да. Сделай то, не знаю что, да? Да, вот есть наука, то есть нужно придумывать, нужно изобретать, нужно думать. Ну и продавать, в том числе, да? И продавать, потому что вы занимаетесь и менеджментом сегодня. Владимир Васильевич, в чем проблема? Я думаю, проблема глубже. Этот разрыв между наукой и производством, он давно образовался. Давно это когда, Владимир Васильевич? Он еще образовался в 90-е годы, и значит многократное превышение
импорта технологий над экспортом, это давнишняя, так сказать, история. Почему? Вы знаете, вопрос даже зачастую не в конечной доводке изобретения и так далее, а зачастую вопросы другие стоят. Ну, предположим, не хватает средств предприятию, директору, чтобы что-то внедрить, так, да? Вот он обращается в банк в те годы. Обращается в банк и говорит, мне нужно средства. Он говорит, а за что? Говорит, ну вот надо новые технологии внедрить и так далее. Но банк отвечает так, говорит, что, знаете, говорит, в какой объем? Он называет сумму. Ой, это для нас много. А на какой период? Он говорит, скажем, до 10 лет. Это большой поэтому я говорю, это риск. Да, да, это большой риск. Да. Бизнес не готов. А ставка какая? Он говорит, ну, чтоб я мог отбить, так сказать, свои деньги. Ну, у нас называют ставку, скажем, ну, тогда было 6-7, потом до 15%. То есть вы считаете, что необходима определенная льготная кредитная ставка для инновационных... И вот тогда, он, это так называемая система связанного кредита, он обращается к западным банкам, когда они давали. И они дают спокойно большие суммы на выгодных условиях. Но одно говорят, у нас есть банковский партнер, промышленное предприятие какое-то, или, так сказать, научно-производственное предприятие. У них такие же разработки. Берите от нашего банковского партнера. Это система связанного кредита. Понимаете, вот мы смотрим, когда нашим и в Татарстане мощности вводились, посмотрите, сколько за счет зарубежных инвестиций. Они идут вместе с технологиями. Поэтому интерес к своему, так сказать, разработчику нас ослабевает, и постепенно система, значит, научных разработок, она ослабевает. Это один фактор. Второе, вот вы здесь говорите, правильно говорите, продавать. Так у нас, собственно, так сказать, рынок объектов интеллектуальной собственности, он и не развит. Мы закон приняли, а не работает. Нет, соответственно, посредников, кто, ну, скажем, брокеров, дилеров, кто бы занят был на этом рынке, понимаете? Сейчас только начали готовить отдельных специалистов, то есть некому продавать, понимаете? А ученый, он не должен продавать, он должен стоять в лаборатории, понимаете? То есть, объясняя простым языком телезрителям, это должен быть продюсер, как у какого-то музыканта, и так далее, который продвигает, который презентует, который продает. И последнее. Вот посмотрите, система прикладных институтов, да? На что занимались разработками, доводили до промышленного образца, она разрушена сейчас, да? А система новая не создана, нет инженерных центров, так сказать, компаний достаточно. Там стартапы – это молодые ребята, они за раз это не потянут. А вот крупные структуры, которые были заняты на последнем этапе, так сказать, разработок, внедрения, они практически разрушены. Я вам пример приведу. Из 40 с лишним, так сказать, научно-исследовательских институтов, которые занимались именно прикладными разработками в области станкостроения, сейчас осталось 5, понимаете? Вот эту доводку вести некому. Фундаментальные действия, на доводку и нужны деньги, понимаете? А теперь самое главное. Посмотрите, вот мы говорим, да, сейчас в 2022 году много что сделано. Однозначно можно называть эти программы, я назову, может, потом попозже. Но посмотрите финансирование науки. Мы берем финансирование в проценте от ВВП, общепринятый показатель. Значит, норматив не менее чем 2,5%. Последние годы у нас выше 1,5% не бывает. А для рывка нужно больше 4, как в Южной Корее, скажем, понимаете? И еще больше. То есть вопрос концентрации средств, это и бюджетных, и корпоративных в науке, это вопрос вообще-то номер один. И учитывая, что у нас, в отличие, скажем, от западных предприятий, где основная сумма, 70% это корпоративные средства, а 30% бюджет. У нас наоборот. У нас так сложилось, что 70% бюджет, 30% корпорации. Понимаете? Это трудно преодолеть, потому что предприятие в финансовом тяжелом сейчас положении находится. Поэтому бюджетные вливания, они необходимы. И только в том году была принята первая, так сказать, программа, которая даст бизнес, так сказать, и науку сблизила. Это приоритет 2030, понимаете? Да. Там, соответственно, государство выделяет средства на разработки, если туда деньги параллельно вкладывает бизнес. Это первая соответствующая программа, которая, как нам часто говорят, поженить науку с производством. Вот первая такая программа. Первая есть. Какие-то предпосылки. Радик Равильевич, а вот что... А как у вас с внедрением? А у вас есть проблемы? Здесь-то понятно, причем это вложение огромное. Я так в разработке того же Ирика Заиловича. Да, ну понятно, что гуманитарная сфера, она специфическая, и как посчитать ее в финансовом отношении очень сложно. Ну, в частности, тысячелетие Казани, который вот наш институт... То есть вам нужны даты? Не только даты, мы же... в идеологическом плане и в формировании исторической памяти большую работу проводим. Поэтому здесь вот... Но у вас основное, это, конечно, государство, это бюджет. Да, конечно, есть и спонсорские, но в основном, да, бюджетные. Ну, и о молодых ученых тоже вот хотел сказать, что
серьезно, несерьезно. Конечно, серьезно относятся. И вот показатели того, что у нас в Республике Татарстан очень много молодых ученых, это вот показывает. И не надо забывать, что основные научные исследования, которые в дальнейшем, вот, за которые Нобелевские премии давались, они делались как раз молодыми учеными, там, до 40 лет в основном. Ну, конечно, получали Нобелевскую премию уже потом, но фактически вот драйвер науки как раз молодые ученые. И это вот понимает руководство Республики Татарстан, и поэтому вот такие показатели. Люся, сколько у нас молодых ученых? Около 10 тысяч. То есть из 13 тысяч ученых 10 тысяч молодых? Ну, практически. Какой возраст вообще? Вот я понимаю, ну, то есть у учителя определенный возраст, там молодой учитель, не молодой, там у врача и так далее. Там есть. А у ученых вообще, может быть, все-таки молодой возраст до 50, до 55, нет? У нас это аспиранты до 30 лет, кандидат наук до 35 и доктора наук до 40 лет. Но есть такой момент, что еще нет утвержденного законодательного нормативного какого-то документа, где бы вот именно было закреплено, что молодой ученый это такой до 30, до 35, до 40. И сейчас вот как раз-таки по дорожной карте десятилетия науки запланировано, что будет принято официально. Хорошо, спасибо. Представляете, даже еще нет такого условно задокументированного юридического понятия, как молодой ученый. Поговорим обо всем во второй части программы. Сейчас переключаемся на новости Татарстана. Итак, это вторая часть ток-шоу «Точки опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Сегодня обсуждаем науку и жизнь вместе с молодыми учеными. И, наконец-то, начнем с того, с чего должны были начать первую часть. Со знаменательного события в жизни Татарстана. Меньше чем месяц назад, да, Ирик Изаилович у нас стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов. Владимир Путин лично вручил вам награду. Давайте вот посмотрим. Ну, эти кадры можно смотреть вечно. Я не знаю, я радуюсь, когда это вижу. В области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год и присвоено почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов Мухаммаддинову Иреку Изаиловичу, кандидату технических наук, старшему научному сотруднику Казанского федерального университета. Искреннее поздравление еще раз, Ирик Изаилович. Тоже достаточно с воодушевлением и с переживанием. Я понимаю, да, насколько все это было серьезно. Да. Если вот, ну, например, коротко спросил бы телезритель, а это что? Что вы придумали, почему это не придумывалось раньше, почему, или это вот время наступило для этого? Объясните, пожалуйста, что происходит? Что за это изобретение, что за разработка такая? Чем Наши катализаторы закачиваются совместно с паром, то есть применяются при тепловых методах добычи нефти. Вот, они позволяют нефти, получается, течь в пластовых условиях, и добывать уже на поверхность становится проще. То есть упрощает добычу нефти? Упрощает добычу нефти, да. То есть, по идее, нам всем от этого хорошо. Я правильно понимаю, конечно, что есть, в целом ваша разработка, которая, в принципе... Дебит нефти повышается, да, вязкость нефти падает, то есть ее становится добывать легче, проще, и больше можно уже начинать добывать. Процесс уже, так сказать, переработки можно начинать уже под землей, то есть происходит облагораживание такое, легкий компонент становится больше, бензиновой, керосиновой фракции. То есть и на поверхность мы уже добываем более легкую нефть. Как изменилась ваша жизнь после получения премии? Ну вот, как видите, вот хожу по ток-шоу. Я же говорю, поздравляю. Спасибо. Понимаете? То есть вот, когда бы мы еще узнали, и мы бы, журналисты, сделали такое открытие, понимаете? Вы же и нам работу даете в этой ситуации. Смотрите, это единственная подобная ваша разработка, которая, ну, получила, во-первых, такую весомую премию, да? Одну из главных государственных наград. И либо сколько у вас еще на полочке, и, может быть, вам сейчас их проще продавать и реализовать, потому что вы теперь лауреат. Ну, сейчас у нас, конечно же, мы не останавливаемся, движемся дальше, то есть, так как пар, он наиболее такой дорогой реагент, нужно, катализатор мы, как я сказал, закачиваем с паром. Мы еще дополнительно сейчас работаем над электромагнитным воздействием, то есть разрабатываем технологии СВЧ воздействия на пласт, то есть также закачивать катализатор, спускать СВЧ-генератор и
облучать, и также вот катализатор начинает работать под воздействием тепла. Еще есть наработки в плане использования щелочных металлов, то есть, как вы знаете, с курса школьной химии. Как вы знаете. Да, вот использование, вот мы сейчас работаем с натрием. Вот, натрий очень бурно реагирует с водой. Знакомо. Вот, и выделяется большое количество тепла, выделяется водород. И натрий также используется как щелочь. То есть это все в пласте позволит дополнительно также интенсифицировать То есть еще приток. где-то 2 разработки, да, впереди добычи нефти. условно? Ну, Сколько да. вот вообще, сколько вам лет, или вам же можно задать этот вопрос, и сколько примерно, условно, я не знаю, есть такое вот, по 2 разработки в год, по 3 разработки в пятилетку? Ну так, мне 33 года. Так, Вот, за это время у вас одна разработка, получившая государственную... Ну там, смотрите как, у меня там порядка 10 патентов. Так, там 10 есть, патентов. Комбинация реагентов, то есть способ разработки, то есть именно технологии. Ну, то есть там, если копать, то есть нет такого, что прям вот одно вещество в прошлом году придумал, второе вещество я в этом году придумал. То есть такой разнарядки нет? Да, то есть такого нет. Сколько из вот этих 10 патентов имеют реализацию в жизни, скажем так? Реализация в жизни, около 2. Около 2, да. Да? То есть, Вадим Васильевич, это примерно средний такой показатель по ученой степени, да? Вот, Да, это даже хороший показатель. Это высокий показатель, когда на 10 изобретений, 10 В разработок. нынешних условиях нормально, хороший показатель. Хорошо. Анна Сергеевна, а у вас, вы что внедряете в жизнь и каким образом у вас происходит, то есть, что вы придумываете? Что экономисты могут придумать? Дело в том, что у меня экономика такая своеобразная, наверное, на стыке и находится в рамках междисциплинарного подхода. Я изучаю риски, и, соответственно, мы разрабатываем методики оценки различных проектов. Но нас интересует не только экономическая эффективность, нас интересует еще и безопасность предприятия. То есть, если предприятие выбирает тот или иной проект, сможет ли оно до конца его реализовать и не повредит ли это его дальнейшему развитию. Потому что очень часто организации могут выбирать инновационные проекты, которые могут, в том числе, привести к каким-то, не совсем благоприятным последствиям. То есть недополучить экономический эффект, на который они ожидали. А поскольку это ресурсы, поскольку это время, поскольку это постоянное присутствие конкурентов, может оказаться так, что для предприятий это будет достаточно чувствительно. По идее, ваши разработки достаточно могут быть востребованы и крупными компаниями, и бизнесом, и так далее. Насколько ваши разработки сегодня востребованы? Дело в том, что поскольку мы занимаемся анализом рисков, которые не только экономические, но и промышленные, и занимаемся мы этим достаточно давно, и, собственно, оттуда и пошла тематика моего исследования. Можно сказать, что нужда, которая была у предприятий в разработке различных документов промышленной безопасности, она вытекла в мою дальнейшую научную работу, и поэтому большинство моих исследований так или иначе применялись в деятельности организации, потому что мы готовили для них документы по промышленной безопасности, соответственно, там были разделы по управлению риском, в которых мы, собственно говоря, свои разработки и предлагали. Хорошо. Юлия Рустамовна, а у вас что из науки ушло в жизнь? И сколько у вас разработок в год? Должен же быть какой-то... Вот как оценить показатель эффективности ученого? Ой, показатель эффективности ученого на самом деле сейчас много всяких разных. Это и публикации, и патенты, и различные гранты, НИОКР, и хоздоговорные работы. То есть там огромный список. Вот какой у вас... Что именно? Процент эффективности. Ну, я стараюсь работать очень эффективно. Сколько у вас, условно, тоже патентов, разработок, и чем гордитесь? Я горжусь тем, что я вообще занимаюсь научной деятельностью и занимаюсь еще, с другой стороны, популяризацией науки. Вот наше движение молодых ученых. Моя деятельность – это разработки в системах энергоэффективной системы вентиляции. И вот на нашей кафедре, например, доктор наук, не так давно ставший тоже молодой ученый, он внедрил бизнес-центр, наверное, Urban, знаете, который находится в центре, энергоэффективной системы, свои разработки, которые позволяют сэкономить на работу оборудования вентиляционного там порядка 35-40%.
В институте у нас много ученых, которые внедряют разработки. У нас даже как наш, как это назвать, лозунг, это мы внедряем сегодня, они через 10 лет. То есть... Хорошо, ученых какой еще может быть? Да, именно так. Это вот с одной стороны. Ну и я занимаюсь тоже вот сейчас на докторской диссертации в плане энергоэффективных систем вентиляции. Как она звучит? Название? Энергоэффективная система вентиляции. Просто очень, да? Я думаю. Да, все достаточно просто. Так, хорошо. Вот в жизни, вы говорите, внедряют и ваши ученые и так далее. Но какой у вас процент вот внедрения? Вот получается, у Эрика Изаиловича где-то 2 из 10 выстреливают. Как в казино, да, сейчас? Сколько выстреливает? Вопрос так звучит. Ну, какие действительно в жизни, сколько вот ваших проектов, которые либо, возможно, на перспективу, что вы предполагаете, будет еще реализовано? Ну, мы работаем так, чтобы это было реализовано. Но сказать так в процентах, что вот 2 из 10, это сложно сказать. Мы можем много привести примеров, которых были реализованы нашими учеными. Например, как там Саранская арена, увеличение посадочных мест на чемпионат мира, либо навес над Акбарс-арена, который был на чемпионат мира по водным видам спорта. То есть у нас вот такие крупные объекты наших ученых, именно, которые внедрены, которые реализованы. Молодых ученых? И молодых ученых. У нас ведь вопрос в том, что школа, научная школа очень важна в каждом университете, в каждом научно-исследовательском институте. И естественно, что есть старший доктор наук, профессор и много молодых ученых, которые работают под его началом и занимаются этими исследованиями и внедряют. Александр Иванович, переведите, пожалуйста, на простой доступный язык. А чем занимаетесь вы? Ну, очень простым языком, если сказать, мы разрабатываем новые концепты беспилотников. То есть проектируем с самого начала, от стадии идеи до конечного продукта. Когда вы начали заниматься этим? Этим начали заниматься, наверное, в 2011 году. В 2011 году вы начали заниматься тем, что сегодня очень востребовано. Востребовано, да. Сейчас очень популярно, но вот мы начали заниматься тем, что сейчас сделаем в 2011 году. То есть мы начали заниматься как раз с потребности производства. То есть к нам пришел заказ разработать беспилотник. Вот, весом 200 килограмм. Вот мы его сделали. То есть вы уже его сделали? То есть, мы скажем уже так, сделали, если да. вот, продукт есть, да? Продукт То есть изобретение есть. А как изменилось, вот, например, год назад и сегодня востребованность? Ну, сейчас это очень популярно. Беспилотный летательный аппарат сейчас очень популярно. И Владимир Владимирович Путин сказал, чтобы мы развивали данную тематику. Вот. Очень много желающих к нам приходит, чтобы мы давали готовый продукт. То есть всем нужен готовый продукт. Люди не готовы вкладываться в разработки. Даже предприятия не готовы купить уже готовый продукт, готовый беспилотник. Но, к сожалению, в разработке на сегодняшний день вкладываться не хотят. А с чем это связано? С теми самыми рисками, о которых говорит Анна Сергеевна у нас? Ну, скорее всего, да. А вот в 2011 году вообще верили? Не то, что вы, да? Вы, я понимаю, да верили. Я вам скажу так, никто не верил, что мы сделаем тот аппарат, который сделали. То есть у нас был такой уникальный летательный аппарат, он был вертикального взлета. То есть он взлетал как квадрокоптер, летел как самолет. Сейчас это очень популярно, а в то время еще было ноу-хау наше. Сделать самолет, и вес его 200 килограмм. А вот когда не верили, что говорили? У вас не получится. То есть это самое частое, что слышат ученые? Ну, у вас не получится, такая схема, она не летающая, не реализована. То есть вы ее не реализуете. Но мы сделали. А в 2011 начали, когда вы сделали? Знаете как, мы начали сами разрабатывать. Мы начали в 2014 году, в 2016 году он у нас полетел. Вот, на полигоне заказчика. Вот, мы сделали проект. То есть это достаточно быстро, я так понимаю, да? Ну да, мы за 2 года сделали. То есть, а если бы вкладывались в разработки и так далее, это было еще быстрее? Ну, они вкладывались в наши разработки. Они вкладывались. Они вкладывались, да, поэтому так быстро получилось. Хорошо. Радик Равильевич, что у вас сейчас? Основной результат нашей деятельности – это книги, научные монографии. Но главная наша задача – это восполнение исторических лакун в прошлом народов Республики Татарстан, изучение исторического опыта, чтобы его использовать. И вот в рамках наших исследований мы как раз этим и занимаемся. И вот эти вот работы помогают нам
то есть понять какие-то процессы, осмыслить социальные какие-то процессы, которые были в прошлом, и история цикличная, поэтому этот опыт можно использовать. Хорошо. Вадим Васильевич, вы сейчас проговорил Ильфир Наилевич о том, что в разработке нужен сразу готовый продукт, да, в разработке вкладываться не хотят. Вы тоже говорили в самом начале программы о проблемах, которые существуют, почему нам сложно внедрять в жизнь. Что вообще, в принципе, происходит с патентами, с авторскими изобретениями? Что происходит с интеллектуальной собственностью, особенно на крупных компаниях? Вы знаете, у нас очень большой разрыв. Вот я почему говорю, нормальный показатель для России, но, наверное, не очень нормальный показатель для других стран, которые ориентированы на внедрение. Вот. И по количеству патентов, и по их внедрениям. Ну, скажем, по количеству, конечно, у нас страна номер один – это Китай. Там в 40 раз больше, чем в России, так сказать, патентов в год выходит. А в США, скажем, 20. Ну и процент внедрения очень высокий. Вот. Поэтому, когда мы говорим, что патент не перерастает в лицензионные соглашения, скажем, с предприятием, да, он через какое-то время стареет. Вот я говорю, что происходит? Он стареет, затраты на его поддержание этого патента, российского или международного, а стоит международного, они высокие. Ну и потом, так сказать, идея тухнет. Как говорят, вот тогда было актуально, а сейчас уже не актуально. Так сказать, пролежал патент, все, дальше смысла его, так сказать, поддерживать, так сказать, платить деньги, так сказать, за поддержание, смысла никакого нет. Поэтому задача заключается в том, чтобы изначально разработчик был ориентирован на внедрение. Вот, чтобы он знал запрос, но не всегда получается. Он иногда увлекается идеей, так сказать, и слабо чувствует ситуацию, понимаете? И в этом отношении, так сказать, необходимо, вот я еще раз говорю, те организации, которые сводят, так сказать, разработчиков, я говорю об инженеринговых, так сказать, центрах и так далее. Это специальная работа, инновационный менеджмент, который сейчас преподает. Но это, на практике это инженеринговая компания, которая берут эту, так сказать, технологию, несколько ее адаптирует к условиям производства и уже сбывает, соответственно, промышленный образец и технология, понимаете, они ими торгуют. И поэтому патент в этом случае не залеживается. Но у нас часто говорят так, давайте, так сказать, вот целая программа развития стартапов. Стартап это первоначальный этап вовлечения молодежи, понимаете? Идея. Да. Там еще процент больше глохнет, так сказать, разработок. Поэтому нужна связка крупных инженерных центров, стартапов, вот, и производства, понимаете? Вот тогда это будет идти, так сказать. А сейчас мы часто видим, производственник не видит разработчика, разработчик не видит производственника. Потому что середина звена, она исчезает, понимаете? Его пока не сформировали, я бы сказал так, его пока нет. Хорошо, спасибо. Мы прервемся на рекламу, потом продолжим. Итак, мы продолжаем. Год в условиях беспрецедентных санкций, да, в принципе, с санкциями 2014 года. Вот закрытый доступ к базам данных, отказ в публикациях в научных журналах, возможная недоступность многих научных форумов, в том числе зарубежных. Да, затрудняет ли это работу? Вообще, как сказались санкции на научной деятельности? Может быть, проблемы с программным обеспечением, оборудованием? С чем столкнулись? Вот я думаю, что с технарями, да, больше в этой ситуации? У нас, да, мы столкнулись с такой проблемой, что мы не можем закупить некоторые компоненты для наших аппаратов. То есть некоторые компоненты двойного назначения, поэтому мы не можем закупить, вот, а некоторые просто не можем, потому что границы закрыты. Вот. А создать, изобрести, сделать это здесь? Ну, к сожалению, мы не изобретаем микропроцессоры, есть другие институты, которые этим должны заниматься, вот, а, к сожалению, у нас такого нету. То есть вы ждете, в общем-то, от коллег по научному цеху? Да, что они что-то сделают, чтобы мы продолжили свою работу. Ну, мы, конечно, выкручиваемся в данной ситуации, пытаемся искать средства, возможности достать, ну, пока получается. Ну, а по поводу программного обеспечения, да, тоже санкции повлияли. То есть лицензии, то есть сейчас лицензионных программ очень мало, которых мы используем. Вот, приходится тоже обходиться, находить варианты, чтобы использовать данную программу без лицензионного обеспечения. Гуманитарии столкнулись, у вас, наверное, больше с публикациями, да? Да, есть проблемы с публикациями в международных журналах, но в гуманитарной сфере в меньшей степени, конечно, вот эта проблема и существует. Контакты сохраняются, и даже в формате конференции удается и привлекать иностранных участников. Юрий Израилович, а у вас? Ну, если брать по публикациям, то есть у нас... Я сам вот являюсь редактором спецвыпуска MDPI, журнала «Каталец». То есть по публикациям проблем нет. Есть закрытая база данных Scopus, да, Web of Science, да, то есть там невозможно как-то, да, сейчас. И проблемы есть в плане вот запчастей. То есть у нас есть оборудование импортное. Вот сейчас, ну, что-то ломается, сложно найти действительно.
Ну, ищем аналоги индийские, китайские. Вот. Ну, или есть параллельный как-то импорт пытаемся с более выкручиваться, длинной да. логистикой, да? Да. У экономистов. А вы столкнулись с санкциями? Ну, у нас, конечно, возникли проблемы с тем, что часть программных продуктов начинает работать с затруднениями и с точки зрения публикаций. Но, конечно, затруднен доступ к базам данных, но вот той тематикой, которой я занимаюсь, ей очень интересуются китайские наши коллеги. Поэтому мы в данный момент сейчас планируем как бы достаточно плотно и более эффективно начать работать с ними, потому что у них очень крупные центры по анализу риска, и они, в общем, как бы интересуются публикациями в нашей сфере, именно потому что вот их это сейчас очень интересует. Юлия Рустамовна, у вас? Ну, у нас, например, в инженерных системах, естественно, что много всего было зарубежного, европейского, но, тем не менее, наши российские производители давно уже начали производить и те же вентиляционное оборудование, и оборудование для, например, систем отопления. То есть потихонечку происходит замена. В плане публикационной деятельности, например, ну, во-первых, не так давно, наверное, пару месяцев назад, как вышел белый список высшей аттестационной комиссии, куда попали и журналы того же Scopus, Web of Science, в которых возможно публиковаться, которые для нас доступны. Но и с другой стороны, мы тоже сотрудничаем и с коллегами, например, из Китая. То есть если даже база данных закрыта, то можно попросить их какие-то, допустим, статьи найти и так далее. Вот. Но и с другой стороны, мы не закрывались в плане научной деятельности. В принципе, ни от вы кого. поддерживаете И мы поддерживаем связь, сотрудничество. да, поддерживаем отношения. И участвуем, можно сказать, и у нас в конференциях участвуют коллеги. То есть, ну, все равно стараемся, чтобы наука была вне санкций. Вне санкций. Владимир Васильевич, вот есть такая, ну, часто мы говорим дефицит кадров и так далее, а есть ли дефицит ученых? И если есть, то в каких сферах? Кого не хватает? Вы знаете, у нас есть, с точки зрения научных школ, которые сложились, вот как бы не была ситуация, связана с теми проблемами, о которых говорили, в России есть сложившиеся научные школы, очень крупные, фундаментальные и очень крепкие. Ну, это, конечно, химия, это математика, скажем, да, это отдельная отрасль физики, вот, значит, сфера микробиологии и так далее. Есть направление оптика. Вот. А есть действительно, где мы сейчас испытываем недостаток специалистов, вот, и разработок. Но вот Это где? это прежде всего IT. Вот если смотреть, так сказать, импортозамещение, которое произошло, то наиболее тяжело оно пошло в отраслях IT. Вот мы и говорим, да, и программное обеспечение, да. все. Некоторые отрасли, так сказать, тем кадровым составом, который, в общем-то, имеется, они существенно снизили импортную зависимость. На первом месте здесь стоит сельское хозяйство. Вот. Ну и там проблема очень серьезная, но, скажем, ну, простой пример. Не хватает вакцины, так сказать, да, не хватает улучшителей скота, так, растения, скажем, да, вот, и так далее, скажем, даже для Татарстана шли вот на улучшение сорта, скажем, пшеницы из Германии, а сейчас их нет. Что делать, понимаете? И так далее. Хотя сельское хозяйство, оно наиболее адаптировалось. Поэтому нам не хватает разработок, потому что кооперационные связи, так сказать, они прерваны, научные кооперационные связи. Вот. В этом отношении я скажу так. Есть закон Адама Смита, дает Рикардо. Он говорит о том, что мы выиграем только, когда мы в кооперации, понимаете? Когда мы пытаемся замкнуться, мы никогда не выиграем. Никогда. Вот вы знаете, есть пример очень простой, я иногда демонстрирую на графике. Значит, Турция и Иран. В 60-м году они находились, так сказать, на одном уровне по ВВП на душу. А потом пошел разрыв. Турция пошла сильнее, Иран пошел, но более медленно. Почему? Турция в системе международной кооперации мощнейшая, Иран блокирован, понимаете? Поэтому это касается и производства, и науки. Значит, поэтому мы должны быть сильны в тех отраслях научных, от которых будут многие от нас зависеть, понимаете? Вот это главное. IT, на уровне говорим. критических технологий. Все заместить не можем. Вот как Тайвань производит чипы, так, да, и весь мир от Тайваня зависит. Вот мы должны видеть спектр тех технологий. Я назвал эти отрасли, где мы сильны. И там действительно надо сконцентрировать разработки, чтобы мир зависел от нас. И в порядке обмена технологиями и так далее мы будем выигрывать.
Спасибо. А сейчас, наверное, к завершающей концу программы я прошу показать замечательную встречу с Владимиром Путиным и Юлией Кореевой. В 2021 году в образовательном центре «Сириус» в рамках Конгресса молодых ученых, да, вот Юлю, все вы видели, узнали, прошла встреча с президентом России. Ну и Юля, конечно, у нее спросили, она и сказала, какие проблемы у молодых ученых есть. Есть, говорит, у нас проблемы с обеспечением жильем. Вот в завершении программы сейчас просто, Юля, как изменилось после встречи? Да. Что-то изменилось, квартира появилась, я не знаю, может быть, их выдавать начали в массовом порядке. И потом в целом, наверное, к завершению придем с таким вопросом, вообще, что сегодня нужно, чтобы популяризировать статус, профессию ученого, да, чтобы чего не хватает молодым ученым, чтобы развиваться дальше. Но пока с Юлей начнем, вот чтобы когда до президента России доходит, что меняется? Ну, поменялось, во-первых, мы говорили про жилищные сертификаты для молодых ученых. И после этого, если раньше молодые сертификаты выдавались только научным сотрудникам тех учреждений, которые подведомственны Миноборнауки, то внесли такие изменения, что и научным сотрудникам, и преподавателям, то есть это расширили уже, и подведомственные не только Миноборнауки, но и другим министерствам, ведомствам. То есть вот это вот молодые ученые, возможность появилась уже у гораздо большего количества молодых ученых. Хорошо, буквально коротко в конце программы. Итак, что нужно, чтобы популяризировать, чтобы помочь, чтобы молодых ученых было больше, чтобы разработок было больше, чтобы в IT приходили и так далее, и так далее. Если можно, емко, коротко, как маленькое научное исследование. Научная светлая мысль. Научная светлая мысль. Нужно, чтобы молодой ученый и вообще ученый это было престижно, и для этого нужно, чтобы была более систематизирована наша поддержка молодых ученых, и была траектория конкретная такая видная для школьников, ну, может быть, даже, не знаю, практически из детского сада, да, что они, занимаясь научной деятельностью, могут вот дорасти до ученого, который... Хорошо. Очень коротко, 1,5 минуты до конца программы. Анна Сергеевна. А я бы хотела добавить, что в рамках поддержки нужно, наверное, включать и наставников, которые занимаются молодыми учеными, потому что молодой ученый сам не растет. С доплатой, Его совсем растят, с нормальным да. финансированием, да? Ну, немножко продолжу идею. То есть молодой ученый должен зарабатывать достойную заработную плату. То есть после этого молодежь подтянется. Как раз у нас, потому что телезрители проголосовали, что на науке не заработаешь на достойную жизнь. Это главный, первый вариант ответа, 44%. На втором месте, куда нам до мировой науки, сомневаются 28%. 27% считают ученые, это звучит гордо, это интеллектуальная элита страны. Радик Андреевич, нужна, на мой взгляд, долгосрочная программа, материальное стимулирование. Понятно, что ученые там не будут миллионерами, но достойные условия жизни и быта должны быть. Ирик Изаевич, по предложению. Проводить, опять же, все эти отраслевые конкурсы, популяризировать, рекламировать, на баннеры выставлять наших ученых, что они открыли. То есть доступно просто рассказывать это. О науке. Да. И, Владимир Васильевич, одно предложение. Надо существенно поднять заработную плату, потому что мы оставим раза в 4, не только от стран западных, но и от латиноамериканских и ряд африканских. Это первое. Второе, и надо превратить, так сказать, научные разработки в систему бизнеса. Вот создав, так сказать, сформировав рынок интеллектуальной собственности, чтобы на этом можно было заработать. И тогда не будут обижены. Все, я благодарю всех участников. Было очень интересно познакомиться с молодым ученым. Надеюсь, было приятно и вам. Знайте свою интеллектуальную элиту в лицо. Благодарю всех. Всего доброго. Изобретения, открытия, Нобелевских премий вам всем.